представляет телезритель Алексеевне Поруновой. Ашарские 53. Так, уважаемые нижегородцы, здесь собрались все, кто оказался в выходной ситуации. Говорю от имени жителей квартала улиц Белинского, Ашары, Ломоносова и Невзорова. Ситуация у нас архисложная. Уже 5 лет мы находимся постоянно в судах. Территорию наших 5 многоэтажных домов занял под застройку, не имея разрешительных документов, депутат законодательного собрания, директор холдинга металлстройконструкции Жуков Вадим Анатольевич. Ему постоянно помогает инвестсовет. То есть с разрешения инвестсовета все это делается. Что мы получили в судах? Суды, значит, откровенно смеются над законами Российской Федерации, над Конституцией. Для наших судов единственный закон – это решение инвестсовета, хотя в уставе инвестсовета сказано, что его решение носит рекомендательный характер. Но все областные структуры берут под козырек. Обращение наши к президенту Путину возвращают в областную прокуратуру. Областная прокуратура пишет уже 10 тысяч раз отписки и не находит никаких нарушений закона. Хотя законы нарушены и городские правила застройки и землепользования в Нижнем Новгороде, и областной закон 192 о земельных отношениях в Нижегородской области. Нарушены, значит, постановление пленумов Верховного Совета, Верховного арбитражного суда и постановление пленума Конституционного суда, где говорится прямо, что значит, собственник, в данном случае собственником является правительство Нижегородской области, читаем, значит, в скобках инвестсовет под руководством губернатора Шанцева, что собственник не имеет права распоряжаться землей под многоквартирными домами. И это, то, что они отдают нашу землю застройщикам, является мошенничеством в особо крупных размерах. Потому что при строительстве наших домов, вот наш дом построен в 1962 году, нам уже была выделена земля, земельный участок. У нас был детский городок, спортивная площадка, у нас там фруктовый сад, 150 деревьев. И все это будет вырублено подчистую, закатано в асфальт, построено 150 двухуровневых гаражей и 14-этажный дом, который закроет солнце 9-этажному длиннющему дому по улице Белинской полностью. Все структуры областные, все они слушают только решение Шанцева и инвестсовета. Городская администрация нам помогала. Тот же Булавинов отменил постановление, на основе которых был выделен участок застройщику Жуку. Администрация города сейчас тоже против точной застройки. Но дело все повернулось таким образом. Суды принимают вот эти неправосудные решения, отдают землю застройщику, что таким образом, что администрация города уже не может бороться с этой коррумпированной системой. Это не в ее силах. То, что вот говорили предыдущие ораторы, да, нам действительно надо объединяться. 5 лет мы боролись в одиночку и пришли к такому выводу, что один в поле не воин. Нам всем надо объединяться. Да, вот этот Совет справедливости надо писать, надо выходить на федеральный уровень. Я скажу больше, надо идти, значит, людям, которые окунулись в эти неправосудные суды, судились у этих купленных, продажных судей. Нужно писать не только Страсбургский суд. Кроме этого, я считаю, что мы можем еще и так сделать. России подписана конвенция о правах человека
на естественные, ну, короче, на воздух, землю, зелень. Значит, мы участники этой конвенции. Наверное, всем нам объединиться, всем пострадавшим от этой точечной застройки и коррупции, и написать, значит, в Европу, выходить уже на европейский уровень, а может быть уже и на мировой. Потому что бороться с коррупцией, при том, что Москва нас не слышит или не хочет слышать, мы сами, вот как жители, просто не в состоянии. Короче говоря, я призываю всех нас объединиться и бороться до конца. Коррупция должна быть побеждена. Правительство ино распущено и посажено за решетку за свои злодеяния.